Еще в недавнем советском прошлом историческое образование для партийно-политической карьеры считалось приоритетным. Руководитель любого уровня должен был знать науку, в которой посредством марксистской теории черпались ответы на вызовы современности, а потому конкурс на исторический факультет был неизменно высок. Сегодня, наоборот, человека при должности, прилично знающего историю, не так просто встретить. А между тем ответы на множество проблем и ныне невозможно найти без глубокого знания истории, с одними лишь журналистскими приемами, которые, несомненно, оперативны, но неизбежно поверхностны. Чтение старой подшивки вместо архивной работы со старыми рукописями и блиц-опрос на местности вместо глубокого социокультурного исследования — вот что мы имеем сегодня. А имеем мы то, что различные непонятные дагестанские блогеры-умники, непонятно какого рода племени и непонятно какого происхождения, судя по их физиономиям, пытаются высказываться от себя по этому непростому вопросу, а на самом деле они высказываются от себя, но под давлением ауховского лобби, которое всячески подталкивает различных дагестанцев высказываться по этому вопросу и, как правило, как выгодную ей сторону. Сначала верните там ауховские земли, вот ты про ауховские земли ничего не говоришь, как будто я противник этого. Я скажу так, им нужно вернуть. Какого положения Ауховского района и людей, которые не отдают дома и земли мусульман акинцев? Пусть будет Ауховский или другой район, разницы нету. Мусульманин не имеет права в чужом доме жить без его разрешения. Ведь вопрос состоит совершенно не в той плоскости, в которую нас хотят завести эти непонятные люди. Тем более, что если говорить о возврате земель и домов тем, кому это было положено, то руководством Дагестана через Кремль была выплачена материальная компенсация всем семьям, которые нуждались в ней. Где на протяжении почти 30 лет государством выделялись огромные суммы денег, которые, скорее всего, частично разворовывались как на высшем, так и на нижнем уровне их освоения. Но тем не менее, как бы то ни было, в этой схеме больше всего материальные компенсации получили все кто угодно, но только не аварцы. Даргинцы — это те, кто получил львиную долю от этих денег, так как на тот момент они сидели в правительстве и непосредственно занимались адресным распределением этих средств, попутно прокручивая эти деньги, еще и не по одному разу через свои банки. Также почти половину многомиллиардных средств на компенсацию получали и сами акинцы, вернее, это были лидеры их сельских джамаатов, которые перехватывали эти потоки от даргинцев и тоже пускали их в свои различные схемы для еще большего увеличения этого капитала, который так неожиданно начал падать на голову, прежде чем эти деньги начали доходить непосредственно до простых акинцев. Хотя до большей части их они все же доходили. Здесь, скорее всего, срабатывал фактор войнахского братства. И, наконец, 1/3 от этого куска получили лакцы, и, кстати сказать, не по одному разу. А на 3-й раз им удалось еще и добиться от правительства постройки отдельного своего района из 10 сел на берегу моря. Вот уж действительно, когда Лакец родился, еврей горько заплакал. Аварцы же на этом денежном празднике жизни, как всегда, остались в минимальном выигрыше, не получив с этого мероприятия почти ничего. Или нет? Хотя все же нет. Ведь тогда от этого прибыльного для акинцев и лакцев мероприятия мы, авары, все же кое-что получили. А именно, это постоянные упреки от них, которые почему-то обвиняют во всех своих бедах, которых по сути нет, аварцев, жалуясь на то, что, дескать, мы, авары, захватили их земельные угодья и жилища, и не хотим возвращать. Но почему-то таких претензий они не предъявляют лакцам, то есть тем, кто больше всего с этого поимел, и в конце концов так и не покинул полностью ауховскую землю. Ведь несмотря на массовые получения компенсаций лакцами и выделение им земель государством под строительство своих сел у моря, лакцы продолжают также составлять в Ауховском районе всю ту же, наибольшую часть населения, наряду с чеченцами-акинцами. Почему-то все народы Дагестана дружно,
как будто по чьей-то команде, вопят о том, что якобы аварцы должны освободить Ауховский район и даже часть Казбековского района. Хотя еще несколько лет назад общим решением народов Дагестана, в том числе и чеченцами-акинцами, была поддержана и выбрана формула порядка воссоздания Ауховского района по принципу «кто уходит, а кто остается». Вопреки решению съезда народов Дагестана, который выбрал формулу, чеченцы приходят, лаксы уходят, аварцы остаются. Много лет на это выделялись огромные средства, огромные деньги, все они украдены. Таким образом, мы видим, что между двумя соседними народами есть некоторые вопросы, в основном территориальные, из-за которых между двумя Кавказскими республиками будет нарастать противоречие, как бы мы этого ни хотели. Так как всегда и везде на земле все конфликты происходили и происходят из-за земли. И никакой исламский фактор никогда не мог уберечь человечество от этого. Одним из таких хронически непростых вопросов, имеющих глубокие исторические корни, является так называемый Ауховский вопрос. Именно поэтому, невзирая на очередные меры политического руководства самого высокого уровня двух республик по противодействию разгорания на Кавказе нового очага межнационального конфликта, по примеру Осетино-Ингушского, возникшего 30 лет назад, острая дискуссия по нему в социальных сетях, на форумах и сайтах лишь разгорается с новой силой. Каждая из сторон виртуальной полемики, аварская и чеченская, пытается отстоять свою историческую правопреемственность данных земель. Но все же мы попробуем отобразить картину событий на данных землях тех времен, опираясь на некоторые исторические факты. По поводу появления акинцев на территории современного Навалакского района Республики Дагестан, первый этнограф из чеченцев, Умалат Лаудаев, в 1870-х годах писал, что ауховцами называется племя Акий, название которое они получили от того, что прежде состояли членами акинского племени. Скудная почва земли, принадлежащая этому обществу, заставила половину этого племени, жившей тогда высоко в горах, на границе с Грузией, переселиться в Аух под покровительство нуцала Аварии Уммахана IV, владевшей этой землей через своих нуцалчи, которые в свою очередь локализовались в Аргвании, Данухе и Индирее. Первое прибытие переселенцев было датировано 1760 годом. Позднее аварские нуцалчи из Индирея, которые в исторических хрониках обозначаются как индиреевские беки, вместе с русскими стали называть этих переселенцев ауховцами. Сами же они для себя, как и от чеченцев, удержали название первобытной фамилии Акий, то есть идентифицировали себя как выходцы из местности Акий. Состояние обществ чеченского племени в конце XVIII столетия было следующее, пишет Умалат Лаудаев. Ауховцы, бывшие под властью аварцев, освободились от них, но малая их часть все же платит ясак кумыкам, и то делая это более добровольно и более подражая прочим жителям кумыкской плоскости, нежели понуждаемая к тому силою их князей. Ичкеринцы и шатуевцы ни от кого не зависят, и у них господствует анархия, проявлявшаяся в спорах, драках и кровопролитиях их фамилий. Жители же Назрановского общества остаются еще в язычестве, и чеченцы-мусульмане видят в них религиозных врагов, а они ожесточаются друг против друга, грабя и убивая взаимно один другого, посему назрановцы, разъединяясь с единоплеменными чеченцами, общаются с язычествующими еще осетинами и кабардинцами. Ауховцы усилились и перестают давать кумыкам ясак. Русские по-прежнему изредка тревожат чеченцев, требуя от них покорности русскому царю за дарованную землю. Они производят по-прежнему набеги в Большую и Малую Чечню и жгут аулы. Чеченцы же уж более не признают их власти, вследствие чего начинается продолжительная война. В военно-топографических и этнографических описаниях Кавказа начала XIX века говорилось о принадлежности населения на реках Ерыксу и Акташ или так называемого Ауховского общества карабулаками, то есть арстхоевцами, ибо основной пласт среди переселенцев в Терско-Сулакское междуречье составляли именно жители верховьев реки Фортанги. Действительно, по определению восточных чеченцев, ауховские акинцы — это в основном представители племени Карабулак-Тейпа-Цичой, переселившиеся на восток из местности Аккилам, что в Горной Ингушетии. Так, именно выходцы из Тейпа-Цичой, первыми устремившись на равнину Дагестана,
основали здесь в 1763 году первое свое поселение под названием Цичой-аул, в дальнейшем сменив название села на Кишень-аух. При этом Арстхоевский или Карабулакский Тейп-Цичой известен в настоящее время среди ингушей. Существуют предания и о переселении в эти земли части населения, пограничной с ними в Горной Ингушетии, рода племенной группы Мержей, а также других ингушских тейпов. Акинцы из Тайпа-Парчхой также основали на землях аварских нуцалов еще два селения, это Шир-Юрт, позднее переименованный в Юрт-аух, ныне это село Калинин-аул, и Парчхой, позднее переименованный в Акташ-аул, сегодня имеет название Ленин-аул. По мнению историков Елены Кушевой и Натальи Волковой, акинцы — это ингушское общество, и первоначально они были выходцами из Горной Ингушетии. Неудивительно, что в свежем академическом издании под названием «Истории Ингушетии» мы можем найти такие записи. Первое документально фиксируемое массовое переселение ингушей на равнинной земли было связано с передвижением части населения общества Акхи в Терско-Сулакское междуречье на территорию современного Дагестана. Переселенцы оседали в основном в верховьях рек Ямансу и Ярыксу на предгорной равнине между реками Аксаем и Акташем. Как отмечал историк Ильяс Арсаханов, гидронимия и топонимия среднего течения междуречья Аксая, Ярыксу и Акташа, где поселились акинцы, свидетельствует о том, что до появления на этой территории акинцев или ауховцев там уже жили аварцы, а потом и кумыки. Письменные источники конца XVII и начала XIX веков также подтверждают, что акинцы расселялись на землях, принадлежавших сначала аварским нуцалам, а затем и кумыкским или индиреевским князьям, которые пригласили их на условии принятия ислама, а также построили им мечети и взяли под свое покровительство. Аухи — так называются поселившиеся на землях аварских около вершин рек Акташа и Ярыхсу, пишет Буцковский в 1860 году. Затем, когда влияние аварских нуцалчи в этом регионе начало ослабевать, ауховцы продолжали быть в зависимости, но уже от индиреевских князей, платя им ежегодно по барану с сотни голов. И служа войском, вплоть до 1840 года. Позднее возглавивший общую борьбу горцев Кавказа против России, великий аварский полководец имам Шамиль освободил акинцев от всяких податей этим кумыкским князьям, которые по сути были родственниками тех аварских нуцалчи, но только перешедшие когда-то на кипчакский диалект нагайского языка, который тогда принято было называть кумыкским, и учредил на месте ауха отдельное наибство в составе своего теократического государства имамат. По записям Умалата Лаудаева, переселение акинцев в Дагестан происходило в середине XVIII века. Это хронологически соответствует данным письменных источников, датирующих это событие 1763 годом и увязывающих его с принятием горными карабулаками ислама. Как показывает эпиграфика на могильных камнях Навалакского района, уже к 1790 годам переселенцы начинают хоронить своих усопших уже в новых селах на территории Дагестана. Так, древнейшие датированные могильные камни, что удалось найти в ходе полевых исследований в разных ауховских селах, относятся к 1791 и 1795 годам. Очевидно, акинские первопоселенцы, осваиваясь на новом месте, еще целое поколение, то есть порядка 30 лет, продолжая ездить хоронить близких в родные горы на территории Ингушетии. Но несмотря на все это, в исторической литературе продолжает бытовать мнение, что переселение акинцев и образование ауховского общества в Дагестане произошло еще в XVI веке, а в радикальной версии, то еще до нашествия Тамерлана, и уж по крайней мере это было свершившимся фактом к 1570 годам, когда этнотерриториальная группа акинцев начинает фигурировать в русских источниках под именем Акоки или Акачане. Да, бесспорным историческим фактом является то, что во главе так называемой земли Окотской к 1580 годам, имея под рукой 500 воинов, стоял Ших Мурза Ишеримов, который, используя междоусобицу в дагестанском шамхальстве, развернул на Кавказе активную политическую деятельность в пользу Москвы. И в 1587 году эта Окотская земля значилась в числе вновь прибыльных к Московскому царству. И в этой связи важно отметить, что на тот период, то есть период XVI века, земли Ших Мурзы Окотского были определены ему русским царем,
в пользование за вассальную зависимость российскому государству. Но если же говорить о территории расселения акинцев, на тот период на этой определенной им русским государством, так называемой земле Окотской, то мы видим, что она располагалась совершенно в другом месте, то есть на территории таких районов современной Чеченской Республики, как восточная часть Грозненского района, весь Гудермесский район, и юго-восточная часть Щелковского района. В дальнейшем уже, в 1588 году, Ших Мурза Окотский первым из кавказских владетелей перейдет со своими людьми служить в Терский городок, только что основанный на пепелище разгромленного русскими Тюменского султаната. Далее в Москву прибывает посольство от акинцев, которое возглавлял племянник Ших Мурзы, Батай Мурза. Договорившись с царем о получении щедрого жалования, Ших Мурза Окотский оказывал множество услуг государству российскому, сопровождая русские посольства в Грузию и обратно, и агитируя горских феодалов, в частности кабардинских и аварских князей, отказаться от союзничества с шамхальством Тарковским и также получать царское жалование. Наконец, он собирал всевозможную разведывательную информацию для терских воевод, наводя их войска на кумыкского шамхала, что сидел в Тарках. Однако это не уберегло Ших Мурзу от возмездия, и в 1595 году сын шамхала Тарковского, Ахмад-хан, настиг его и убил, подчинив на время Окотскую землю себе, что вызвало бегство части верноподданных Ших Мурзы акинцев, около 160 семейств на житье в Терскую крепость. Под защитой русской крепости они осели отдельной Окотской слободой, не раз менявшей свое местоположение вместе с перемещением царских форпостов. В новом Терском городке они поселились в 1666 году, далее в 1724 году большая часть их, в количестве 70 дворов, переселилась в крепость Святой Крест на реке Сулак. Спустя 90 лет, уже в 1735 году, они опять переселились в город на Тереке, современный Кизляр, где, наконец, вместе со служивыми кабардинцами из князей черкасских, они стали основой кизлярского казачества. В итоге их потомки в 1823 году в рамках ермоловской политики были задействованы в зачистке левобережья Терека от мусульманского, в основном нагайского населения, племени Кипчак, которые были постепенно переселены в село Кизляр у границ современной Ингушетии и Северной Осетии под названием малокабардинских кумыков. Как видим, никаких акинцев ни в XVI, ни в XVII, ни даже в первой половине XVIII века под Индиреем еще не было. Иначе невозможно представить, почему русские письменные источники о них так упорно не упоминают, хотя из расположенного поблизости Терского городка сюда по всевозможным делам регулярно направлялись люди, включая служивых терских окочан, которые бы не преминули уведомить о положении своих соплеменников, если бы таковые имелись, учитывая, что от них до Индирея всего один день пути на лошадях. Да и невозможно представить в эти времена присутствие посреди Дагестана, в предместье одной из столиц, на ничем не прикрытых предгорьях, племени язычников. Ведь со времен принятия ислама ежегодный набег на неверных был в обычае дагестанцев, совершавших свои дерзкие походы не только в Грузию, но и на Северный Кавказ, вплоть до Кубани. А между тем до второй половины XVIII века акинцы-карабулаки в своих горах оставались язычниками и тоже служили объектом таких походов. Так, по аварским источникам, известным как о неудачном исламском набеге на неверных карабулаков, в 1732 году под Чечен-Аулом для похода на них же собиралось большое исламское войско со всего Аваристана и уже исламизированной Чечни. Но успех приносили лишь комбинированные усилия газиев и добродетельных проповедников. И действительно, вскоре уже сами новообращенные нижние карабулаки рвались в набег, чтобы обратить своих соплеменников, живущих выше в горах. Таким образом, совершенно очевидно, что неизученная вовремя проблема дагестанских акинцев, выходцев из Ингушетии, стала проблемой, способной кровно затронуть тонкие струны всех трех горских республик. Причем, если смотреть по сути Чеченскую республику, эта проблема должна затрагивать в наименьшей степени, ибо исторически акинцы жили не на ее территории и переселились в прикаспийские предгорья Дагестана, минуя Чечню. Хотя мы помним, что несколько лет назад у чеченцев был конфликт с ингушами как раз из-за карабулакских земель,
которые чеченцам все-таки удалось присоединить к своей республике, сделав территории Ингушетии еще меньше. Возможно, это сделано как раз с той целью, чтобы в будущем использовать это преимущество как козырь в территориальном споре с Дагестаном, но отложенный на будущие поколения. С Ингушетией же коренных акинцев связывают и родовые склепы далеких предков в Нагорной части республики, и вполне актуальные генеалогические связи с одноименными тейпами, оставшимися на исторической родине, в их общих родовых селах. Места эти неописуемой красоты, экологически чистые и перспективные с точки зрения развития туризма, но сегодня пребывающие в запустении, в том числе из-за горской этики, не позволяющей захватить чужое родовое имение, пусть даже лежащее в руинах. Кто знает, быть может, кто-то из предприимчивых акинцев мог бы возродить обители далеких предков на исторической родине, связь с которой, несомненно, послужила бы сохранению этнокультурной самобытности коренных акинцев Дагестана, ассимилируемых под массированным влиянием из Чеченской республики. Кроме того, нельзя игнорировать и вполне прозрачные последствия чеченизации Ауховского района, ибо, достигнув своих целей на восточном направлении, известные силы не замедлят заявить о своих правах и на акинское наследство в верховьях реки Фортанги. Тем более прецеденты, сопряженные с силовыми акциями в районе села Даттых в предгорной Ингушетии, уже были. Совершенно очевидно, что иного социально-экономического значения и смысла аннексия этих тупиковых и давно заброшенных каменистых мест в верховьях Фортанги иметь не могла. Говорится, что кто управляет прошлым, тот управляет и будущим. И именно поэтому сегодня самое непосредственное участие в решении акинского вопроса должно занимать также руководство Республики Ингушетия и организация при работе над проблемой не двусторонних, а трехсторонних встреч, групп и комиссий, которые могли бы постепенно решать данную проблему, которая ведет братские народы по пути межнационального разлада. Вместо яблока раздора наших межнациональных отношений и капкана для трех республик, акинцы должны стать связующей нитью наших братских народов.